13 часов 16 минут. Добрый день. В студии ведущая эфира Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». Сегодня мы попробуем ответить на один вопрос. Зачем снесли соборную мечеть? Безусловно, это событие, которое произошло 11 сентября этого года, стало культурным шоком для многих москвичей, независимо от вероисповедания. Поскольку соборная мечеть хорошо известна всем жителям Москвы, она находилась на проспекте Мира, и особенно в праздничные дни все могли наблюдать и в том числе и трансляции из соборной мечети, прямые трансляции в праздничные дни и мусульманские. В нашей студии сегодня Константин Михайлов, координатор общественного движения «Архнадзор». Костя, добрый день, здравствуй. Добрый день. Ильяс Тажиев, архитектор, автор проекта реконструкции соборной мечети. Говорят, бывший автор вас так представляют, да, в средствах массовой информации. По этому поводу тоже вопросы будут. Ильяс, здравствуйте. Да. Адвокат авторов проекта соборной мечети Дагир Хасавов. Добрый день, Дагир, здравствуйте. Добрый день. Значит, перед тем, как начать наш разговор, я хочу сделать два заявления, поскольку, естественно, когда мы собирались на эту тему говорить, мы хотели, чтобы все-таки была выслушана и другая сторона, которую представляет, как я понимаю, Совет муфтиев, который был, как я понимаю, не против сноса этой мечети, а может быть даже одним из инициаторов снесения самой этой акции, и каким-то образом пытались представители Совета муфтиев объяснить свою позицию в средствах массовой информации. Естественно, мы их приглашали на этот разговор. Значит, что я хочу сказать. Разговаривали с заместителем председателя Совета муфтиев России Дамиром Хазрат Гизатуллиным, который отказался от участия в передаче, так как, по его словам, с этими людьми невозможно контактировать. Когда ему были названы участники передачи, он отказался от участия. И второе. После того, как нам отказали в Совете муфтиев, мы позвонили в Москомнаследие. Там нам сказали, что ситуацию со сносом мечети они не комментируют, поскольку находятся в очень щекотливой ситуации. Разрешение на снос не давало Москомнаследие, говорю так, как было нам передано. Собираются они подавать иск против незаконного сноса, но так как мечеть, получается, разобрали, как они сказали нам по телефону, сами мусульмане, то мы не очень понимаем, как нам в такой ситуации поступать. Ну вот, собственно, как бы все исходники. Давайте мы начнем от печки, что называется. Во-первых, объясним, почему бывший все-таки автор проекта, что случилось с вами. Дело в том, что я на этот вопрос ответить не могу, потому что меня просто отстранили, не предъявив никаких претензий. А кто отстранил? Муфтият. В 2008 году. Да? Нет, давайте я все-таки уточню, учитывая, я занимался этим вопросом. Как говорят, бывший архитектор не может быть, как же не бывает бывших чекистов. Он является Тажиев автором этого проекта. Это законодательно нашло закрепление. Проект прошел положительную экспертизу, получили соответствующее заключение. Везде тот проект, который демонстрирует как раз-таки Дамир Хазрат, показывая его во всех телевизионных станциях, является проектом архитекторов Тажиева и Калинтеева. Нет никакого другого проекта. Я делал запрос в Мосстройнадзор и получил письменный ответ о том, что автором проекта является архитектурное бюро 2002 архитектора Тажиева. Теперь мы полемизируем не можем с ними, потому что они привыкли монологам в мечетях перед многотысячной толпой, которые ничего не говорят, как могут махнуть головой и уйти. Они их не слышат и никогда не слышали. Поэтому они сегодня не пришли. Каких-либо оснований для сноса мечети не было. Были процессы, которые идут. Нас удивило то, что они не участвовали ни в одном процессе, кроме одного. Теперь я уже понимаю, после 11 сентября, почему. Есть один процесс, который 4 октября получит продолжение о защите авторских прав архитектора Тажиева. Как раз суд тогда ответит, кто такой Тажиев, а кто такой Духовное управление мусульман. Тут они в разных полях. Они заказчики, инвесторы и пользователи проекта были. Авторы проекта по закону только они, и они вправе, в соответствии с статьей 1294 Гражданского кодекса, участвовать в реализации своего проекта. Вот коротко ответ на первую часть. Ильяс, но по вашему проекту снос не предполагался старой мечети. Значит, порядок работы был такой. Мы весь проект, вернее, весь комплекс, в первую очередь, разбили на два пусковых комплекса. В первый пусковой комплекс входило новое молельное здание, зал. Во второй пусковой комплекс существующая мечеть, реконструируемая, и духовное управление. Предполагалось построить первый пусковой комплекс, запустить его в эксплуатацию и дальше участвовать в реконструкции существующей соборной мечети.
Значит, специально было разбито на 2 пусковых комплекса, чтобы оставалось время для решения вот этих всех вопросов. Значит, новые люди, которые пришли после нас, отказались переделывать духовное управление и все включили в один пусковой комплекс. А это говорит о том, что сразу надо было принимать решение по существующей мечети. Ну вот какое решение принято, мы видим. Я еще раз твой вопрос хочу повторить. По вашему проекту вы не предполагали сносить? Нет, там была еще такая Можно было обойтись без этого? Ну, можно было. Были всякие варианты. Мы предполагали аккуратно там, один из вариантов, разобрать ее буквально по кирпичику, там повернуть в нужную сторону и собрать, сохранив так и внешний облик и так далее. Но комиссия Ресина нам предписала показать ей несколько вариантов решения этой проблемы. И до того, как она не даст команду, существующую мечеть не трогать. Мы собрались приступить вот к этой работе, отвечая на требования этой комиссии. Но нас отстранили от работы в это время. Чем объяснили? Ничем. И Константин. то, что, извините, то, что происходило там вот эти 1,5 года, мне совершенно неизвестно. Давайте дальше пойдем. Я хочу Косте задать вопрос, как представителю Архнадзора. Опять же, цитирую Равиля Гайнутдина, который, как вы знаете, глава Совета муфтиев России. Он, ссылаясь на оценку Москомнаследия, сказал, что соборная мечеть столицы не представляет исторической ценности. Так ли это, по вашим оценкам? После сноса мечети начали активно, в том числе, к сожалению, в средствах массовой информации, которые, видимо, не очень стремились проверить достоверность того, что им рассказывают, стали распространяться 2 версии. Во-первых, что мечеть якобы не имела исторической художественной ценности, а во-вторых, что она упала сама в результате какого-то дождя или тому подобного. О втором, я думаю, мы еще поговорим. Что касается ценности, во-первых, так чисто исходя из истории этой мечети, понятно, что это для мусульманской общины и, собственно, для всей Москвы значимый исторический памятник, потому что вот она, как была построена в 1904 году, закончена так, никогда не закрывалась, и в ней, в общем-то, это был духовный центр всей жизни московских мусульман. То есть даже большевики ее не трогали? На протяжении более чем столетия, да, именно в ней служили все знаменитые, уважаемые в мусульманской конфессии имамы, туда приезжали лидеры мусульманских государств, молились там собирались средства для Красной Армии во время Великой Отечественной войны, туда, кстати, в мечеть Сталин присылал за это благодарственную телеграмму, то есть это вот такой вот огромный пласт истории, плюс интересное архитектурное решение в духе национальной татарской архитектуры. И это не просто исторические соображения, они были, в конце концов, признаны уважаемыми официальными экспертами, потому что в июне 2008 года здание мечети было признано экспертами Москомнаследия выявленным объектом культурного наследия, то есть охраняемым законом памятником. Так. Но, к сожалению, в этом статусе оно пробыло всего лишь полгода, потому что в конце того же 2008 года Духовное управление мусульман европейской части России обратилась к властям города Москвы с просьбой вычеркнуть мечеть из списка охраняемых объектов и рассмотреть на комиссии, которая работает под руководством господина Весина, вопрос о ее разборке. И, к сожалению, к огромному моему, городские власти любезно выполнили оба этих пожелания. Не далее, как в январе 2009 года собрался снова историко-культурный экспертный совет Москомнаследия, на котором обсуждались 2 вопроса об исторической ценности мечети, о ее статусе и о возможности согласия с предложениями по ее разборке. И, к сожалению, там было принято решение положительное по обоим этим вопросам. Причем у меня в моем распоряжении есть протокол, официальный протокол этого заседания, там написана поразительная вещь, что основной докладчик, который выступал, подчеркнул историческое и художественное значение этой мечети, но, учитывая мнение Духовного управления мусульман, согласился, со снятием с нее статуса охраняемого памятника. И этот статус был снят. После этого вышло распоряжение правительства Москвы официальное о том, что эта мечеть не включается в реестр памятников регионального значения. И в том же, в 2009 году весной состоялось заседание комиссии, которая по недоразумению носит у нас название комиссии по сохранению зданий, которой руководил господин Лесин. И там было принято решение согласиться со сносом этой мечети, но причем даже в этом протоколе была оговорка физический снос не производить до окончательного утверждения проекта в установленном порядке.
Это, на мой взгляд, в истории Москвы такой совершенно последних, по крайней мере, десятилетий беспрецедентный случай. Последний раз храмовое здание у нас снесли в Москве в 1978 году, еще при коммунистах. Причем эту мечеть не посмели тронуть даже при Брежневе. Был проект, когда этот район реконструировался перед Московской Олимпиадой, поднимался вопрос о ее сносе, но тогда в результате протестов общественности, мусульманской и даже зарубежной, ее было решено сохранить. Но то, на что не посмели покуситься при Брежневе, то, что все-таки не снесли при Лужкове, почему-то стало возможным уничтожение этого сейчас при новой городской администрации. Здесь важно подчеркнуть, что вы здесь говорили в начале о позиции Москомнаследия. Невозможно сказать, что смириться с тем, что оно как-то остается в стороне. Заметьте, уже прошла неделя со сносом, фактически, полнейшее молчание. Хотя Москомнаследие, конечно, это заслуга, в кавычках, его прежнего руководства. В результате этого решения о снятии памятника с охраны оно напрямую причастно, потому что это открыло, так сказать, возможность к его уничтожению. То же самое мне хотелось бы подчеркнуть, что и руководство города у нас почему-то молчит, кроме каких-то анонимных отрывочных комментариев в некоторых газетах, как будто ничего не произошло, как будто мы не потеряли одну всего из двух исторических мечетей, которые были в городе Москве, которые дошли до нас. На самом деле, когда мы получили об этом информацию, вообще у всех, конечно, был шок абсолютный, потому что это еще было 11 сентября, конечно, возникают какие-то невероятно страшные аналогии с этим днем, 11 сентября, но следующим шоком для меня лично было абсолютное молчание той самой общественности, о которой вы говорите. Я не очень понимаю, почему мусульманская общественность, которая представляет достаточно яркий сегмент нашего московского общества, она не смогла предотвратить этого. Мы можем на это объяснить, потому что, если вы обратили внимание, 1,5 года мы не могли достучаться, потому что мы ожидали вообще не там то, что произошло. Вот как обратил внимание Костя, значит, они еще в 2008 году вынашивали свой коварный план по сносу мечети. А вы знали уже об этом тогда? Нет, мы не знали об этом. Руководил этим Равиль Гайнудин. Мы надеялись и верили в закон. Потому что есть авторы проекта, обратите внимание, не строительство, реконструкция и строительство. Под слово реконструкция имелось в виду та мечеть, которая стояла. И, соответственно, у нас есть материалы передачи бывшему генеральному подрядчику Инжтранстрою проекта реконструкции, одного из вариантов. Она оставалась, окончательно не был утвержден. То есть проект реконструкции даже был подготовлен. Да, извините, я на секунду буквально перебью, это важно. В свое время правительство Москвы приняло 3 распоряжения о реконструкции мечети еще в середине 2000-х годов, и ни в одном из них не было и слова о сносе существующего исторического здания. Это слово «снос» появился потом. Это слово родилось внутри Равиля Гайнудина. И не знаю для чего. Он оказался сегодня, к сожалению, не обвинителем мусульманской умы, которым они кричат везде, а раскольником внутри религии. Вы думаете, мусульмане согласны? Нет. А куда им идти? Они приходили, показывали своим появлением около мечети, молясь в этих трамвайных путях. А сегодня, оказалось, 10 ноября примерно будет Курбан-Байрам, куда соберутся не меньшее количество людей. А куда им идти? В шатер? В шатре пускай он сам молится. То есть там пока временный шатер такой установлен. Да, якобы да, в шатре он привык. Но что мы живем? Мы же не кочевые племена, мы живем в городе. Да, это понятно. По поводу внутренних разборок в духовном управлении мусульман, я думаю, что мы еще тоже этой темы коснемся. Но я предлагаю во второй части, после новостей, подробнее все-таки поговорить о том, какие причины могли быть для такого решения. И официальные, и настоящие. Потому что наверняка у каждого из вас есть свои версии происходящего. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Да. Вот пишут, смотрите нам, слушатели. Мы, русские, очень сожалеем. Мы живем на проспекте Мира. Больно и обидно. Да? Татьяна и Анатолий. Пишут, да, вам? Читайте их. Конечно, они. Жители дома звонили ему тоже. Ему звонили, которые видели, что... новости. У микрофона Роман Ну, там людям. А это ночью это все было, да? Подмосковный Щербинки взяли штурм 9 утра, что ли? достроенный дом. И прямо вот Сломали этим самым? заборы, захватили Да, есть фотографии целые. Уже появилось. Дочки собираются обосноваться в Мне в недостроенном понедельник помещении, утром таким звонят образом начав и говорят, бессрочную что акцию тетя протеста. моего товарища Как живет ответил в доме корреспондент, дом напротив. выстроен примерно Бог там наполовину, в стоит. нем Она нет говорит, окон утром и проснулась от достаточно страшного прохладно, грохота. чтобы не задувал ветер, Выглянула в некоторые окно и проемы видела, закрыты как там, значит, полиэтиленом. вся эта техника Сотрудники полиции ломает не ее. препятствовали Ну, обману варварский дольщикам. способ, По некоторым понимаете. оценкам, Но в конце Щербинки концов, насчитывается около 1,5 разные тысяч же есть там пострадавших способы за решения инвесторов проблемы. жилья. Их куча. Минкомсвязи Может. предлагает это верно, да, если там принимается даже решение о разборке, реставрации, да, и разбирают тщательно, с обмерами, по частям, Фиксируют каждый там элемент.
Это не лучший выход, но иногда и так делают. Но я, честно говоря, все-таки не могу понять, вот вы мне объясните, почему такая пассивная реакция общества. Удивительно просто. Она не пассивная, потому что все уже понимают, Равиль Гайнуддин, он ассоциируется, как бы он близкий к властям человек, духовный лидер. Что бы ни говорили, все татарские общины не могут... Наташа, сделай нам потише, Наташа. Он распространяет все время какой-то слух, будто это бы Путиным и Медведевым одобрено, хотя вряд ли они вот вдавались в эти подробности-то. Конечно. Все думают, это одно, он, правительство, значит, согласие правительства, без их ведома это не делалось бы. Вы же поймите, достучаться люди не могли. А мы же говорили 1,5 года назад, что есть проблемы с строящейся мечетью. Кто-нибудь услышал, кто-нибудь принял. Я обращался к Собянину, обращался, тишина, ответа даже не дают. О чем вы говорите? Мы ответа не можем получить. Кстати, общественность не очень молчала. Я помню, принимались резолюции мусульманских общин. Было? В Сибири, на Кавказе. Но они не думали, что снесут. Не думали, этот вопрос не стоял. Нет, ну во всяком случае, понятно, вот мне уже понятно, что надо было огромное общественное обсуждение сделать. Это же не шутка. Как можно, если он не отвечает на письма, не садится напротив, он видите, как? Ведь, собственно говоря, первоначальная мысль была какая? Вот построить новую красивую мечеть, Молебный зал сделать, чтобы все посмотрели, вот, какого качества работы, да, и потом вернуться к этому. Да, вернуться к этому вопросу вместе с общественностью. Но этого не произошло, как мы видим. Вот самое варварское, что могло быть, это и произошло. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. Официальный курс доллара на выходные Я помню, когда-то, рублей 53 знаешь, копейки, молодой евро был, 42.25, а погоде сейчас столица мой плюс начальник 11 приехал из градусов, Германии, идет слабый из дождь, какого-то завтра города. И синоптики там, значит, обещают на также местами небольшие пересечении дожди, каких-то облачно улиц с развязка прояснениями. делалась, и стоял Температура ночью древний 7-9, храм. днем Ну, ему там 14-16 1000 лет. градусов. Роман И вот он Плюсов, говорил, служба что информации, на его Москва. глазах они его разобрали по кирпичику, все зафиксировали, каждый кирпич в целлофановом пакете и номер. И говорит, через там, 4 месяца он стоял чуть-чуть в стороне, отличить невозможно было от того, что было. Вот это я понимаю. Ну вот там так, вот недавно там целый храм, я видел видеорепортаж, его вырезали, погрузили на платформу и повезли там несколько километров из одной деревни в другую, тоже съем. Ну, варианты есть, тем более сейчас технические возможности большие. И на сайте mediamarkt.ru. Фантастишмаркт. Нет, вот возмущает вот больше всего, это вот метод. Вот метод, это когда видишь груду вот хлама, что называется, святого. Но более того, ведь в исламе нельзя, скажем, эти кирпичи выбрасывать. Из них надо восстанавливать храм. В другом месте там где-то, может, но именно из этих кирпичей их нельзя просто на помойку. Они скажут, мы сделаем. 2 кирпича поставят, с улыбкой на лице будут вам рассказывать, мы все это обратно использовали. Да, но вот обратно вот, смотрите на фотографию, каждый кирпич Но они же это пополам. не признают. Они же не признают, хотя картинка есть. Говорят, вот глаза наши обманывают. Ну да. Надо публиковать эти фотографии, Конечно, чтобы вот в этом пространстве, где люди молились, ездит бульдозер. Прямо внутри, да? А куда же люди вот пойдут на Курбан-Байрам или как? Некуда. Шатер. Эта проблема очень серьезная сейчас. Очень У большая. вас где еще большая есть в соберутся Москве? опять. Поклонной горе. Ну, она маленькая. Маленькая. Ну там И тоже здесь собирают. места не хватало, когда вот под всем хватало. переулком. А сейчас Да даже когда построят там какой 15 тысяч, да, вместимость вот этой новой мечети? Нет, ну официально там 5000. 5 тысяч? Но на самом деле, ну, 1008. Ну хорошо, но туда все равно 50 тысяч. Все равно не поместятся. Все равно не Конечно. поместится. Это Конечно. решение. Так нет, ну давали же новые Проблема. места, ну там отказались. В принципе, наверное, надо вот в Новой Москве, которая вот там построить. Он сказал, это 3 парка там будет. Там, конечно. Он не Вот даст. там же, а? Он не даст нигде строить. Надо. Внимание! Мы продолжаем программу «Культурный шок». Сегодня мы говорим о соборной мечети, которую снесли 11 сентября в центре города. А сегодня в нашей студии координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Михайлов, архитектор Ильяс Тажиев и адвокат Дагир Хасалов. Давайте немножечко о причинах поговорим. Я хочу все-таки процитировать официальную версию, которая распространялась в средствах ненавистных Михайлову средствах массовой информации. Что же ненавистных? Да. Я сам Итак, многочисленные
не работал. Многочисленные трещины в стенах здания устранялись на протяжении многих десятилетий, говорит пресс-секретарь Совета муфтиев Гульнур Газиева. Неделю назад, 2 сентября, был составлен очередной акт об увеличении трещины в стене мечети после праздничного намаза 30 августа. Моления к этому времени уже были переведены в помещение временного зала. В ночь на субботу во время ливня обрушилась западная стена здания, после чего было принято решение о срочном разборе оставшихся 3 стен. Это ложь. Не могло быть от ливня, потому что накануне 8 числа мы были там, видели это все, в каком состоянии находилось. В предыдущие недели готовились усиленно к сносу. Теперь выясняется, вывозили оттуда имущество, внутри которого находится, огородили это здание. Потом, если был акт составлен кем-то, почему не участвовали авторы проекта реконструкции, который сидит рядом вот со мной? Он не имел, вообще неведения находился, никто об этом не знал, хотя внимание общественности было приковано к этой мечети, тому, который строится, потому что там предполагалась угроза, да, определенная, а здесь-то мы думали, все будет нормально. Поэтому, я думаю, это очередная ложь со стороны муфтията, уже не первая, кстати говоря. Тогда не было необходимости скрывать. Позвонили бы, приехали бы все авторы проекта, создали бы комиссию, подготовили бы соответствующий проект по сносу, если бы одобрили его, и так далее. Есть процедура, порядок, есть закон, в конце концов. Это же не просто так встать, монолог свой прочитать, уйти. И это вот он в привычном стиле делает, это является ложью, направленной на введение заблуждения мусульман и другой общественности Москвы. Значит, по поводу того, что историческая ценность не представляет, об этом мы уже поговорили. Там еще один момент, который не очень понятен людям, не сильно сведущим в исламе, что якобы не так она стоит, неправильно, не так направлена на Мекку или Михраб. как. Да, вы, пожалуйста, об этом тоже это скажите. Ильяс скажет. Скажите, да. Ну, дело в том, что... Там есть какие-то свои законы, да? Да, ну это канон. Все мечети мира со стороны Михраба повернуты на город Мекку, Так. на святыню ислама. Ну, в процессе проектирования мы обнаружили небольшое несоответствие в 8 градусов. То есть существующая разрушенная мечеть этим михрабом была направлена на город Иерусалим. Ну, об этом мы доложили муфти, вот, собственно говоря. Но это как бы тоже является одной из причин, что с этой мечетью можно расстаться. Честно говоря, нет. Это, я думаю, как раз, опять же, вот введение заблуждения. Вы же не можете представить, в пустыне Каракума люди оказались, например, где-то в пути, молятся, они ориентируются всегда по солнцу, по направлению. Главное направление туда, а не противоположную сторону. Поэтому нет таких жестких канонов. И внутри, как многие верующие отмечали, можно было на мазлык, которые садятся, в конце концов, повернуть и молиться. Это надо было объяснить. Так что я не думаю, что это явилось основной причиной того, где он сам порядка 20 лет находился, и люди там молились. Варианты были разные. Поэтому направление он только сейчас об этом выяснил. Это не причина была для сноса. Причины были другие, непонятные, видимо, освоение денег. Сейчас скажем. Еще одно мнение. Член Общественной палаты Фарид Асадуллин считает, что обновление храмов – это нормальный процесс. Знаменитую мечеть в Мекке собираются реконструировать. Да и для наших православных братьев это не проблема. Воссоздали же они с нуля храм Христа Спасителя. Тут, кстати, для меня это тоже какое-то совершенно обидное замечание, какое-то кощунственное. Потому что, извините меня, храм Христа Спасителя взорвали варварски. Вот. Преступная большевистская власть. Да? А не потому, что там были какие-то объективные причины для Совершенно этого. верно. Когда его воссоздавали, то Это ж по проекту ни одно делалось. историческое здание при этом не пострадало. Если уж так говорить о православных аналогиях, вот у нас здесь напротив, через Новый Арбат, стоит старинная церковь, да, Симеона Столпника. Представьте себе, что ее, скажем, приход или батюшка измерят, куда направлены ее алтари, и скажут, что они смотрят не строго на восток, а отклоняются Давайте на ее 8 взорвем, градусов, да. давайте снесем экскаватором и построим заново. Сгодится такое объяснение для сноса исторического здания? Ну, конечно, все их ни в коем случае никто с этим не согласится. Здесь что-то это делается возможно. Вы говорите о причинах, но вот Давайте найдем настоящую к сожалению, причину. Мне только в голову приходит только одно. Это кто-то прячет бабки. но, к сожалению, я не вижу здесь вот для Москвы вот последних 15-20 лет эта ситуация типическая. Вот на стройплощадке стоит старинное здание, мешающее воплощению какого-то нового амбициозного проекта, в который уже закачано какое-то количество денег, и еще надо сколько-то денег освоить, и вообще, так сказать, он утвержден, идет стройка, да, и здесь стоит что-то, что защищает либо охранный статус, либо общественность. И, ну, как-то надо от него избавиться. Мы таких случаев видели уже массу.
И, как правило, либо, значит, идут официальным путем, выводят здание с охраны, добиваются прямых распоряжений власти о ее сносе. В данном случае распоряжения власти о сносе не было. Вот по нашим, так сказать, неофициальным пока данным не было ни ордера ВЛАТИ. А что, как они могли снести без всяких Ну, документов? вот смотрите, что Вообще, на самом деле в Москве есть? действует достаточно жесткий порядок, в который расписан в распоряжениях правительства Москвы. Да, чтобы снести историческое здание, нужен ордер объединения административно-технических инспекций. А этот ордер не может быть выдан, вот в данном случае в исторической территории, не может быть выдан без разрешения Москомнаследия и без решения комиссии Ресина, которая упоминалась. Есть только решение комиссии Ресина. Москомнаследие, насколько я знаю, разрешения не давало, ОАТИ тоже ордер не выписывали. И тогда на помощь приходят вот какие-то вдруг стихии вмешиваются, как правило. То сгорает, если здание деревянное, то что-то вдруг рушится. Значит, за такие самообрушения выдавались, ну, так вот я, конечно, всех случаев не помню, но там палаты на Софийской набережной, когда их разрушили экскаваторами, там на них гусеницы, даже следы были видны. Теплые ряды в Китай-городе, которые сносили под строительство отеля Батуриной, от которого она впоследствии отказалась, и остался пустырь в Китай-городе на месте исторического памятника. Ну и ряд других. То же самое здесь. Если уж принять на секунду эту версию о самообрушении, то это ведь тоже не делается по желанию пользователя. Да? Собирается экспертная комиссия, представители того же Москомнаследия, ОАТИ, Мосгостройнадзора, МЧС, если речь идет о угрозе чьей-то безопасности. Да? Они фиксируют эти трещины и тому подобное, да? Выносят какое-то решение. После этого решения, где это все, кто принимал? Вот, нам объясняют, вот собрались какие-то архитекторы и строители и приняли такой, кто? Назовите их фамилии, кто за это отвечает? Вам как юристу вопрос, а в суд подать возможно? Нет, мы подали в суд, я вам сейчас объясню, и вчера, кстати... А на кого вы подали? Сейчас мы подадим Духовное управление мусульман и Совет муфтия Равиля Гайнуддина, потому что в настоящее время, согласно постановлению распоряжения города Москвы, эта территория находится, и вот как мечеть, в пользовании, он же инвестор, заказчик и пользователь. То есть они по-любому несут за это ответственность. По-любому они находятся там, и более того, я хочу вам сказать, вот сейчас начинаю думать, у нас 4 числа должен был быть 5 октября процесс защиты авторских прав. Вторым пунктом того, что я просил у суда, запретить Духовному управлению мусульман осуществлять какие-либо действия на территории строящейся мечети. Видимо, они понимали, мы могли принять обеспечительные меры с помощью суда. Они поторопились, потому что когда будет судебное решение, было бы это сложно сделать. Действительно, вы упомянули о деньгах, все-таки стоит поговорить. Там очень много денег уже потрачено. Я боюсь, что Равиль Гайнуддин вообще не хочет, чтобы там строилось что-либо сейчас. Почему? Потому что он не сможет никогда отчитаться перед кем-либо за использованные деньги. Туда более 3 миллиардов денег ушло. А ничего нет. Нет ни старой, теперь получается нет ни новой. А как можно их списать? Тогда, наверное, с помощью, используя свои связи, которым, видимо, люди понимают, что он весомый человек, да, в государстве, но он должен быть отчитываться и быть чист перед Всевышним тоже, если он уже выбрал это направление для себя. Деньги очень большие ушли. Поэтому поменяли автора проекта. Заказали еще раз проект. Настоящая причина увольнения. Конечно, да? это деньги, больше ничего. Это деньги. Вот именно, больше никаких проблем там нету. И, соответственно, сейчас, сколько бы мне дали, сейчас надо, вот сколько времени, давайте частично поговорим о новой мечети, которая тоже трескается по швам. И неизвестно, чем это закончится. Почему его не строят? 1,5 года она простояла. Теперь он заявляет прессе, что якобы получила разрешение на дальнейшее строительство. Авторы проекта об этом ничего не знают. Как могли строить дальше, если там он простоял без консервации? Опять есть закон. Если на 6 месяцев восстанавливается любой объект, то надо готовить проект консервации. За счет заказчика делает генподрядчик. Ничего не было сделано. Это тоже ему все равно идут навстречу. Почему, спросите, местные власти? Почему идут навстречу? Почему его поддерживают в этих преступных умыслах? Почему? Понятия не имею. Значит, они все вместе. Или же спекулирует второй вопрос, потому что за руку не поймал, сказать не может, но деньги угрохали, это можно проверить. Я говорю, предполагалось порядка 6 миллиардов потратить на строительство новой мечети, это я узнал у генподрядчиков. Процесс строительства поменяли более 3 генподрядчиков. Убирает одних, приводит других. Приводит компанию Бектрио, 2 турка, которые никогда ничего не строили, не имеют даже башенного крана. И специалистов получает 50 миллионов рублей на строительство мечети. Какая проза? Это, собственно, как это первая категория большой сложности. театр. Поймите, это сложный объект. Здесь беда в том, что вот со строительными компаниями в таком контексте мы уже привыкли к этому, а здесь, к сожалению, вдохновителем всего этого процесса, инициатором снятия мечети с охраны ее разборки выступает Духовное управление мусульман, то есть организация, которая по определению должна
казалось бы, заботиться о духовных ценностях, об исторических реликвиях и тому подобное. И при этом вы, наверное, немало слышали, что и его проповеди в прошлом году Курбан-Байрам, я внимательно его слушал, якобы давайте будем молиться, чтобы нам разрешили федеральная власть строить мечети, нам не разрешают, соответственно, не разрешают русские, иноверцы. Если вот такие заявления делаешь, где его роль? Я, кстати, вот во время новостей, когда был перерыв, прочитала смс-ку, которая пришла от наших слушателей. Пишут наши слушатели, там Татьяна Анатолий, по-моему, мы русские, здесь живем на проспекте Мира, ужасно сожалеем, что снесена мечеть. Это просто ужасно. Они вообще ни при чем. Просто вредителям уступает раскольникам сам Равиль Гайнуддин. Давайте так, теперь о последствиях поговорим. Как бы акт вандализма, будем называть вещи своими именами, он свершился. Что дальше? Вот сейчас очень важно, по-моему, вот, чтобы прекратилось это странное, несолидное молчание городской власти. Потому что если она будет отмалчиваться дальше... Вот, вы к кому-нибудь обращались с да, комментариями? Мы обращались, в свою очередь, мы уже направили обращение в правоохранительные органы с просьбой провести расследование обстоятельств сноса, выявить тех лиц, которые непосредственно принимали участие в решении об этом сносе, осуществляли его. К официальным лицам, к отцам города? К отцам города, мы обращались, во-первых, мы обращались с самого начала 2009 года, когда нам стало об этом известно неоднократно, и письмами, посвященными многим объектам, и конкретно по этому объекту призывали отменить это чудовищное решение о снятии статуса охраняемого объекта с этого исторического памятника. Тоже вот мы так это проболтали, Костя, но я не очень понимаю, когда вот снимается, из этого перечня выходит из списка памятников архитектуры, потому что должны быть какие-то очень веские причины, это же не просто вот так. Именно, вот это в июне 2008 года ее признают, а в январе 2009 выводят из списка. Что за 6 месяцев куда-то исчезла вот та историческая ценность, которую эксперты фиксировали, мы стали по-другому относиться вот к этой архитектуре, или нам больше перестала казаться важной история мусульманской общины в Москве, это полный бред. Так вот, я продолжу. Если сейчас городские власти будут отмалчиваться и дальше, это значит, они создают прецедент, при котором любое историческое здание в интересах любого инвестора может быть снесено вот таким вот явочным порядком. Вроде бы и без разрешения городских властей, но и при полнейшем их непротивлении. Если этот случай останется нерасследованным, безнаказанным, не будут виновники названы по именам, то значит городское правительство откроет, что называется, шлюз для массированного уничтожения исторических объектов, которые по тем или иным причинам препятствуют каким-нибудь стройкам. Именно поэтому мы настаиваем на том, чтобы это было проведено расследование, все вещи названы своими именами и точки над «и» поставлены. Нам сейчас вот говорят, ну что вот теперь сокрушаться, вот снесли и снесли. Да. Вот если не проводить расследование, не выявлять виновных и не наказывать их, то будут сносить и дальше, десятками. И, кстати, вот я не удивлюсь, если возникнут такие проблемы и в отношении храмов. В конце концов, если мусульманам в Москве такое позволено, то почему православным нельзя? Наверное, тоже найдутся приходы, которые захотят расшириться, и подумают, что куда-то не туда она ориентирована. Это крайне опасный путь. Давайте теперь вот Дагир, по поводу последствий. Вчера ко мне обратились как раз татарская община и такой просьбой, якобы они обращались в ОАТ, через одну организацию, и получили ответ, что они не давали никакого разрешения. Куда они обратились еще? ОАТ. Это организация как раз... Это объединение административно-технических инспекций, без санкций которой по законам вообще ни один кирпич в городе вот то есть они им почтой отправили, соответственно, такого разрешения мы уже знаем не было, и они обращались с такой просьбой, даже не знаю, но представляете, насколько больно людям, что нельзя ли хотя бы фундамент сохранить, не можем ли мы полученный ответ использовать, обратиться в суд. Теперь я хочу обратиться и к ним, и в рамках наших процессов я на будущей неделе, понедельник, вторник, обращусь в Мещанский суд. В рамках иска о защите авторских прав запретить любые действия, как строительство нового и проведение каких-либо работ там. Есть такая мера по закону, 140-я статья, дает право суду в течение 1 дня принять экстренную меру, обеспечительную, в виде запрета осуществлять какие-либо действия. К сожалению, немножко поздновато, но тем не менее, чтобы хотя бы подумать о последствиях, о виновных лицах. Какие последствия могут быть? Последствия, не знаю, уже могут оценить, уже органы должны провести расследование. Второе, в рамках Уголовного кодекса подобрана мной одна статья, это 146-я, это плагиат, когда отстраняются авторы проекта, вместо них приходят другие люди, используя этот проект, начинают получать деньги в сговоре с заказчиком, Равилем Гайнуддином, и эта организация называется «Финпроект». По этому поводу я готов обратиться как раз для возбуждения уголовного дела. Санкция этой статьи до 5 лет лишения свободы.
Вот две вещи, которые я вот приходят на ум на сегодняшний день. В будущей неделе мы посмотрим, как дальше нам поступать. Тем не менее, мы должны остановить этот беспредел, привлечь к ответственности виновных лиц, несмотря на его сан, потому что он нанес большое оскорбление мусульманам, и не только мусульманам. Через эту мечеть проходило много что. Погибшие наши братья, умершие здесь, оттуда отправлялись домой хоронить на родину, и он пришел, экскаватором его сломал. И сегодня прячется вот там где-то, себя не знаю где теперь, в шатре. Я думаю, это непорядок, так не должно быть. Должен выходить, объясняться то, что он сделал, и ответить за все. Это вот вообще кошмарное ощущение, когда вот я смотрел на эти фотографии, которые кто-то сделал. Вот в молельном зале, внутри, где десятилетиями молились сотни тысяч людей, ездит экскаватор и крушит эти стены. Вот это одна картинка. Там, кстати, в проекте было, Константин, я хочу добавить, в проекте, которые готовились, архитектурная группа, предполагалось, когда будет реконструкция, привлечь специалистов, археологов, там, если какие-нибудь могли же, это старая мечеть, археологи должны были быть привлечены. Поэтому мы не упомянули, любые строительные работы в центре Москвы должно быть археологическое исследование. Здесь ничего не было, да. Взяли, сломали. Тут, понимаете, еще какая штука? Может, склад он нашел вопрос там? очень принципиальный. Вот, Костя, не знаю, может быть, ты меня поддержишь. Что все-таки мы привыкли разводить все время религию и культуру. Это невозможно делать, потому что, в конце концов, неважно, какое вероисповедание придерживается жители города, но если рядом с ним находится здание, молельный дом, построенный в начале века, мечеть в данном случае, или храм, вообще не важно. Может, в конце концов, это вообще какая-нибудь англиканская церковь, которая вообще никому не нужна, туда никто не ходит. Но это культурное наследие, культурное достояние страны, народа. Поэтому, наверное, за него должны отвечать тогда не конкретные конфессии. Вот я к этому веду. Согласен, да? Конечно, да. Это не вопрос не... Вот вы знаете, вот по части роли властей, вот существует поразительное письмо, которое было направлено еще при прежнем руководстве Московского наследия, вот в ответ на одно из обращений мусульманской общественности, и подписано одним из заместителей. И там говорится, что ввиду того, что инициатором этого всего процесса выступает Духовное управление мусульман, этот вопрос в первую очередь конфессиональный. И сама мусульманская община должна принимать решение о сохранении или несохранении этого здания. Вот когда официальный орган, уполномоченный орган охраны наследия вот так вот отстраняется, уходит в сторону и говорит, вот вы там как-нибудь решите, а мы, вот зачем, тогда возникает вопрос, зачем он тогда нужен, если он даже свое мнение не считает возможным высказать. Не говоря уж о том, что вмешаться. К сожалению, это не только по этому объекту. Ну, по поводу, кстати, православных храмов тоже, мы же тоже не знаем, с чем мы можем столкнуться. Ну, понимаете, потому что одно дело... Примерно-то догадываемся, потому что по мелочи, к сожалению, в православных приходах происходят вот такие работы абсолютно бесконтрольные. То там фрески заменят новыми, то выпилят решетки 17 века, выбросят на помойку, то уничтожат ограду с воротами старинную, построят заново. То есть вопрос все-таки принадлежности. Чье? Это чье? Дело не в принадлежности, а в вопросе контроля со стороны государства за состояниями и работами при историческом здании. Даже, извините, там, при царе-батюшке, когда этим ведал даже не государственный орган, а полуобщественная археологическая комиссия императорская, там был жесткий порядок, что хочет, предположим, православная община что-то перестроить в своем храме, она должна получить разрешение в Петербурге, заседание комиссии, там заседали эксперты, иногда выезжали на место, и только после этого по закону было возможно что-либо там проделывать. А тут вот у нас какая-то вот полная свобода. Что хочешь, что, а потом мы ходим, спохватываемся и говорим, а где что-то было вот 17 век, а теперь вот его нет. То же самое вот с этой мечетью, нам говорят, построим заново, будет больше, краше и красивее. Но, извините, это будет уже здание 21 века, и вся вот эта вот история, связанная физически с этими стенами, она вот фактически оказалась выброшенной на помойку под этими экскаваторами. Я, насколько понимаю, Ильяс, даже если можно было сносить такие здания, если они подлежат сносу, то все равно их невозможно вот так варварски это делать экскаваторами, да, а это надо делать, как это делают нормальные, когда занимаются археологическими раскопками, там каждый кирпичик очищают. Понимаете? Утверждаться в соответствующих государственных органах, только после этого осуществляется какое-то действие. Но варварски приехать и вот железной бабы раздолбать историческое, ну, это, конечно... Нет, если даже вот возникают такие случаи, когда невозможно сохранить, этот случай, я уверен, не из этой серии. Нет. Но там действительно делается специально после культурной исторической экспертизы, по проекту здание разбирается, части составные маркируются, обозначается, где они лежали, потом собирается как-то по-новому.
Это, в общем, часть реставрации, бывают такие случаи. Здесь ничего это подобного. знаете, почему еще, я думаю, позволительным стало? Мы все-таки крутимся в Москве среди различных диаспор. Создалось такое понятие, видимо, у других людей, которые не знают вот мусульманского как бы ума внутри, что якобы Равиль Гайнуддин представляет весь ислам, всю Россию, Совет муфтиев России, хотя он раздробил его по частям. Например, муфтии на Кавказе, Кавказское управление самостоятельно работает, самостоятельно. То есть этот раскол тоже это он Раскол, имеет вот я значение, почему назвал да? вначале раскольником, потому что практически в эту мечеть не ходит Чечни, Ингушетия, там кавказские народы, там в основном сейчас в последнее время собираются, обратили внимание, азиаты, что Гастарбайтеры. да, разные люди, огромное количество людей, кто-то приходит для хохмы, кто-то поддержать друга, кто-то сфотографироваться, есть разные поводы, это не нам судить, но тем не менее, что сложилось такое мнение, что Равиль Гайнуддина, вот против него, не то что против, все, что он делает, это правда, как бы исходит сверху. И другие, вот, как сказать, власти, другие представители говорят, ну это их мусульманское дело, пускай сами разбираются. Равиль, что мы будем сейчас перед выборами? Мне тоже говорили. Ну как-нибудь, если я обращаюсь к мэру города Москвы, а потом публикуют в газетах, мэр должен хотя бы ответить. Он же не отвечает. Надо было собрать, если бы он вовремя среагировал на наше обращение. Прокурор города Москвы, кстати, все, его сняли, он не ответил на обращение. Никто не отвечал. Говорили, все нормально, все хорошо, как будто в Азии все. Это я слышал в Туркмении раньше. Все хорошо, слава Аллаху. А что хорошо? Они тоже выходили, говорят, все хорошо, Аллах нам поможет. Вот они от именем спекулируют, именем Всевышнего делают свои грязные дела, я хочу сказать. Если выделяют верующий, сидел старик сам лично, наследник этого, который строил, Ерин, да, это кто Ерзин. спонсор? Ерзина. 7 тысяч перечислил деньги. Он говорит, я не знаю, куда мои деньги ушли. А вот, кстати, я вот читаю резюме вашей пресс-конференции, которую вы давали. Там написано, что было принято решение инициировать сбор подписей мусульман за отставку Гайнуддина с его поста. А это возможно? Там вообще по закону как это Ну, делается? я думаю, в этой ситуации, честно говоря, есть определенный период в этом внутри верующих, сами должны, это не наше дело. В этой ситуации он должен был сам, как совестливый человек, сам должен был уйти давно. Уйти куда-нибудь, если для него важна его связь с Всевышним, для того, чтобы он все-таки в возрасте человек, после того, что он натворил здесь, должен был сам добровольно уйти. А и дать ему лет? возможность провести нормальное 50 с расследование. небольшим. Ну и что это за возраст? 50 Не, в том небольшой. плане человеку пора после уже готовиться на тот свет по-любому. Тем не менее, надо готовиться чистыми поступками, не ломая мечети же. Как он собирается предстать перед Всевышним? Значит, смотрите, давайте попробуем уже к завершению близиться и понять, какие вот сегодня основные задачи вот в контексте нашего разговора у каждого из участников сегодняшней передачи. Ну вот Архнадзор, понятно, да, найти, выявить виновных и для того, чтобы это не стало прецедентом. Да, а принять некие меры, я уж повторюсь, мы неоднократно к этому призывали, ввиду того, что вот, как мы видим, всевозможные инвесторы, да, и конфессиональные, и театральные, и просто строительные, да, вот всеми правдами и неправдами добиваются своего. Я считаю, что назрел вопрос о принятии городского закона об охране исторического города Москвы, вот тех его фрагментов, которые еще уцелели во всех этих градостроительных Это так и будут друг у друга их отнимать. Ты вспомни, сколько тянулись это спички, не могли уследить за тысячами вот объектов, находящимися, и за десятками тысяч инвесторов невозможно. Нужен такой вот охранный единый статус для центра Москвы, в котором было четко заявлено, как во всем мире? что мы перестаем сносить исторические дома. Вот как во всем мире? В мире Европе. по-разному, в Европе по-разному, да, но никто ни в Риме, ни там в Париже, ни в Лондоне не ломает старинные храмы. Это уж очевидно, да, будь то храмы господствующие в стране конфессии или каких-то других. Да, это вообще нонсенс, даже на европейском фоне, вот то, что случилось. Так. Я считаю, что нам с учетом еще тех потерь, которые Москва понесла в 20 веке, еще при большевистском правительстве, с учетом этой реконструкции, тем ценнее становятся сохранившиеся фрагменты и куски старого города. Нам нужно перейти к его комплексной охране и принять закон о том, что мы перестаем уничтожать Москву, перестаем продолжать дело Кагановича, Сталина и так далее. Я серьезно абсолютно об Ильяс этом и говорю. Дагира, ваши задачи основные теперь. Мы думаем, прежде всего, надо автору проекта соборной мечети вернуть на место реализации ихнего вот архитектурного творческого мысли, вот то, что они подготовили. По закону они должны под их контролем разобраться, что происходит вообще и в новой строящейся мечети, нет ли угроз того, что его тоже снесут в какой-то день, и люди вообще останутся без мечети.